Срок прохождения всероссийской переписи населения на портале госуслуг продлили еще на неделю. Это удобно, а главное безопасно с учетом непростой эпидемиологической обстановки. Официальный подсчет завершится 14 ноября. Пройти перепись также можно в стационарных участках. В Коми их больше 200. Кроме того, продолжают поквартирные обходы переписчики. Они работали в штатном режиме, несмотря на объявленные выходные дни. Отменять или переносить перепись было невозможно. Учет и так должны были провести еще в 2020 году. Но трижды переносили из-за пандемии. Что касается самих вопросов, их в анкете 33. Самые разные: пол, возраст, гражданство, национальность, источники дохода и условия проживания. Все ответы записывают со слов самого отвечающего, и никаких подтверждающих документов предъявлять не надо. Перепись населения – это очень редкое событие довольно-таки. Она проводится всего раз в 10 лет, и мы получаем ответы на два самых главных вопроса для любого региона, для любого населенного пункта, даже для любой страны. Это сколько нас и какие мы. Численность населения, она лежит в основе деятельности любого органа власти, потому что если не знаешь, сколько человек живет в том или ином населенном пункте, в том или ином муниципалитете, невозможно планировать свою работу, прогнозировать, строить какие-то долгосрочные программы, то есть вот сколько нужно строить школ, поликлиник, как распределять рабочие места, сколько воспитателей нужно, учителей в школах. Больше половины жителей республики уже переписались электронному способу. К слову, отдает предпочтение каждый четвертый житель Коми, принявший участие в переписи. Первые данные появятся в апреле следующего года, а безличная сводка поможет ответить на два главных для любой страны вопроса: сколько нас и какие мы.